Здравствуйте, это итоги дня на канале Якутия-24. Работаем в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Внедрение QR-кода, как спортивные объекты столицы начали работать по новым правилам. Социальная газификация. В Ленске стартует работа по федеральному проекту. Что требуется от городских властей, в какую сумму владельцам частных домов обойдется подключение к газу и на каких условиях. 9 дней сидят без электричества. Что за проблемы у жителей новостройки по проспекту Ленина, 53 в центре Якутска? На днях им еще грозят отключить газ и остановить лифты. Перепись населения. Как и в Якутии, проходит всероссийская процедура. Сколько человек приняли участие, где и как можно это сделать. Обменные гастроли к столетию якутской автономии. В следующем году Министерство культуры планирует организовать специальный проект. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23 часов до 6 утра. Также, согласно документу, усилят контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер на всех видах транспорта – авиационном, железнодорожном, водном, автомобильном, включая текущую дезинфекцию на общественном транспорте, такси и в местах массового скопления людей. Кроме этого, глава государства поручил обеспечить перевод на дистанционный режим работников старше 60 лет в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета. 275 якутян заразились коронавирусом в регионе за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб. Из них в Якутске 143, в Мирнинском 13, в Алданском 12, в Нерынгринском 11, по 10 в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах, по 8 в Ленском, Нюрбинском, Аймеконском и Тампонском районах. Остальные данные вы видите на своих экранах. По темпам вакцинации получили первую вакцинацию 377 645 человек, что составляет 52,7% от общего количества взрослого населения. В том числе лиц старше 60 лет 72 278 человек. Ревакцинировано 22 122 человека. На сегодняшний день вакцина имеется в достаточном количестве во всех районах и во всех медицинских организациях. Уважаемые жители республики, хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что все-таки вакцинация – это наиболее эффективная защита от тяжелых осложнений заболеваний. Россиянам без документов о вакцинации или перенесенном ковиде во время госпитализации в нерабочие дни будут делать экспресс-тесты на коронавирус. Такое решение принято правительством. Согласно документу, медучреждениям поручено обеспечить проведение поступившим по экстренным и неотложным показаниям, в том числе доставленным бригадами скорой помощи, не имеющим документов в виде QR-кода, проводить экспресс-тестирование на выявление коронавируса, говорится в документе. Пункт вакцинации в медцентре Якутска принимает желающих поставить прививку от коронавируса даже во время объявленных нерабочих дней. Сейчас население активнее приходит в прививочные кабинеты. В день бывает до 200 посетителей. Врачи связывают это не только с вводом системы QR-кодов, но и с тем, что люди стали более ответственно относиться к здоровью. Сюжет Мадины Халиковой. Несмотря на рабочий день, уже с раннего утра в якутском медцентре ажиотаж. Вся эта очередь на вакцинацию от ковида. Кто-то пришел поставить прививку, потому что без QR-кода попасть в тот же общепит совсем скоро будет нельзя, а спортивные и культурные учреждения уже и вовсе перестали пускать посетителей без сертификата. Но большинство все же делает осознанный выбор в пользу вакцинации, понимая, что это единственный способ надежно защитить себя от вируса. Если сам себя не убережешь, то никто не убережет. Считаю, что она очень важна сейчас, да, чтобы сохранить свое здоровье. И вакцинацию я получаю вторую. Первую вакцинацию перенесла как бы без симптомов, без всяких осложнений. И надеюсь, сейчас вторую вакцинацию тоже так же пройду.
Работает прививочный пункт в медцентре все 7 дней в неделю, в будни с 8 до 20, а в выходные с 9 до 15 часов. В наличии есть разные виды вакцины. Здесь и гамковитвак, и эпивак, и ковивак, и также однокомпонентный спутник Лайт. Каждый может выбрать любой подходящий препарат. Останавливать работу по вакцинации в период нерабочей недели в медцентре не собираются. Для желающих привиться выделено отдельное крыло. Другие врачи здесь не принимают, только персонал, который делает инъекции. Пациент приходит, заполняет анкету и проходит в порядке очереди. Это занимает от 15 до 20 минут. В кабинете находится у нас врач-специалист, либо фельдшер, который делает осмотр первоначальный, меряет температуру, сатурацию, давление, кожные покровы проверяет, собирает анамнез и делает допуск к вакцинации. Врачи в период пандемии второй год работают на пределе возможностей. Многие уже перенесли ковид, поэтому не понаслышке знают, как тяжело иногда протекает заболевание. Сейчас есть недостаток кадров, поэтому плановые приемы узких специалистов бывают с задержками и очередями. Но это ожидание не превышает 2 недель. И к основным специалистам терапевтического профиля это невролог, кардиолог и эндокринолог у нас ожидание порядка 1 недели. Для приема пациентов с признаками ОРВИ и подозрением на ковид у нас организована инфекционная амбулатория, которая находится у нас в правом крыле нашего основного здания на 2-м этаже. В эту инфекционную амбулаторию у нас организован отдельный вход. Пациенты заходят через другой вход и не перемешиваются с основным потоком. Для работы в временное инфекционное отделение у нас задействованы 4 профильных специалиста смежных специальностей. Они ведут свой обычный прием и также во вторую смену переходят на работу в инфекционную амбулаторию, обязательно соблюдая все меры предосторожности. Медработники, которые задействованы в инфекционном отделении, проходят через санпропускник. В индивидуальные СИЗы, защитные маски, перчатки, экраны, переодеваются в специальной зоне. Там же обеззараживание и антисептическая обработка. Мадина Халикова, Семен Семенов, Якутск. Ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше, чем через полгода. Вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже. 6 месяцев – это оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат, сообщил директор центра имени Гамалея Александр Гейнсбург. Он подчеркнул, что именно полгода – оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне. Это обеспечивает защиту. Ученый добавил, что такой срок также обусловлен появлением сейчас дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител. Теперь заниматься спортом без QR-кода и справкой о перенесенном заболевании будет невозможно. Спортивные объекты столицы начали работать по новым правилам. Репортаж Дмитрия Тымырова. Теперь подтверждать подлинность сертификата о вакцинации будут проверять в каждом спортивном объекте Якутска. Вот в спорткомплексе «Дахсун» специальный автомат передает данные сертификата прямо кассиру. За сегодняшний день сколько людей у вас с утра прошли? Вообще, насколько люди реагируют на нововведение? Так, где-то около 20 человек с утра, с 9 утра. Ну, нормально, они уже в курсе как бы. Только после визы кассира посетители спорткомплекса проходят дальше. Между тем, горожане отмечают, что с утра здесь была очередь. Автомат читал не все QR-коды. QR-код это на самом деле очень, не очень удобно, скажем так, потому что считыватели, они не быстро реагируют. То есть у нас, когда мы утром пришли сюда, в спортивный объект, у нас была даже небольшая очередь перед этим автоматом. То есть мы стояли. У некоторых людей, которые распечатали QR-коды, эта машина не считала QR-код. И вместе с тем спортивные инструктора считают, что нововведение – это хорошо. Во-первых, это дополнительная защита от тех лиц, которые используют поддельные документы. Во-вторых, благодаря новым требованиям, они 100% будут уверены в том, что посещающие спортивные объекты люди либо вакцинированные, либо полностью здоровые. Для нас вот это нововведение очень помогает именно работе инструкторов по спорту, кассиров, администраторов, так как все является бесконтактным и как бы является дополнительной защитой для нас.
При этом спортивный объект не ограничил свои услуги. Все ранее оказываемые сервисы и спортивные мероприятия проходят в штатном режиме, только с учетом всех мер безопасности. В данное время все услуги предоставляются, но по ограниченным 50% ограничений сделали. А так дети, конечно, 100% посещают. У них тренировочные мероприятия по всем видам спорта круглогодичные идут. Напомним, о предстоящих нововведениях власти региона предупредили еще на прошлой неделе. Поэтому жители столицы новые требования приняли безболезненно. Отныне до улучшения эпидемиологической обстановки фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортзалы, крытые манежи, лыжные базы, крытые ледовые катки, центры тестирования ГТО и спортивно-досуговые организации начали работать по новым требованиям. Ну а соблюдение всех мер безопасности будет контролировать административная комиссия города Якутска. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. Переходим к другим темам. С 26 октября по 31 декабря в Якутске будет организовано перекрытие еще одного участка по проспекту Ленина от улицы Кулаковского до Октябрьской. С 20 октября по конец декабря был перекрыт участок от улицы Кулаковского до улицы Петровского в связи с проведением капитального ремонта проспекта. Сроки перекрытия улиц будут уточняться. Об этом сообщается на сайте мэрии города. Маршрутные автобусы будут осуществлять движение согласно ранее разработанным схемам объезда. Число участников программы «Дальневосточный гектар» по данным на конец октября приблизилось к 100 тысячам человек. Сообщается, что самый популярный вид использования участков – это строительство индивидуальных жилых домов. Для улучшения жилищных условий программой воспользовались 42% участников. Возможность развития сельского хозяйства заинтересовала 36% получивших дальневосточный гектар. Напомним, сейчас земельный участок по программе предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. Однако планируется до конца года усовершенствовать закон о дальневосточном гектаре, в частности, увеличив вдвое срок подписания договора безвозмездного пользования дальневосточным гектаром. Почти 9 тысяч человек получили работу в республике в рамках проекта по трудоустройству местных кадров в промышленность. Об этом в ходе прямого эфира рассказал глава Минпромгеологии региона Максим Терещенко. Он сказал, что порядка половины из трудоустроившихся приходится на молодежь, треть составляют работники вахтовым методом, также есть жители сельских территорий. Терещенко добавил, что в рамках программы по 2024 год на предприятия промышленности Якутии должны трудоустроить не менее 27 тысяч человек. Российские власти на постоянной основе следят за ценами на продовольствие в стране. Есть и объективные факторы их роста, и инфляционные процессы, и неблагоприятная международная конъюнктура, которые нужно принимать как данность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Существуют действующие поручения президента Кабинету министров, и в рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Эти механизмы нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен, сказал Песков журналистам. В Ленске стартует социальная газификация. Каким образом будет реализован федеральный проект, что требуется от городских властей, в какую сумму владельцам частных домов обойдется подключение к газу, ну и на каких условиях. Репортаж Анны Кожевниковой. Да будет газ в частных домах Ленска благодаря федеральному проекту по социальной газификации. Сегодня администрация города принимает заявки от желающих подключить голубое топливо. Я сегодня призываю всех ленчан, которые имеют жилые дома, которые планируют подключиться к газовым сетям, написать заявление Сахатранснефтегаз, ресурсоснабжающей организации. Именно эта компания будет заниматься догазификацией частного сектора в Ленске. Ресурсоснабжающая организация построит газовые сети с выводом к каждому дому, но не только. У них есть сроки выполнения работ. Для потребителей газа тоже есть важное условие – своевременный монтаж внутреннего газопровода с установкой котла. На это тоже установлены сроки жесткие, которые будут проверяться ФАСом и нашим единым оператором по Российской Федерации, это «Газпромом».
Там предусмотрено возмещение расходов, которые понесет газораспределительная организация, выполнив монтаж до границы его земельного участка. То есть это может быть 100 метров, может быть километр. Все эти затраты должны быть возмещены. Но предусмотрена возможность продления сроков. В силу уважительных причин для монтажных работ внутри дома можно заключить договор с Сахатранснефтегазом. Но приобретение оборудования – задача каждого хозяина. В среднем стоимость подключения к газовому отоплению составит от 180 до 250 тысяч рублей. Сегодня рассматривается вариант льготного кредитования от Алмаз-Сергенбанка, что было озвучено на совещании при главе города Ленска. Администрация города Ленска совместно с сотрудниками Сахатранснефтегаза была проведена инвентаризация частного сектора. В Ленске насчитывается 1121 индивидуальный жилой дом, который можно будет подключить к газу. В ближайшее время будет определено количество домовладений для газификации на 2022 год с перспективой до 2030. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Фотоаппараты с автоматическим запуском начали использовать в столице для борьбы с незаконным сливом фекальных вод. Оборудование разместили в популярных среди осенизаторов местах. Отмечается, что фотоловушки уже дают результаты. Мэр Якутска Евгений Григорьев отметил, что в результате таких мер среднее количество машин, приезжающих на сливную станцию, в сутки выросло в 1,5 раза. Жители новостройки по проспекту Ленина, 53 в центре Якутска уже 9-й день сидят без электричества. На днях им еще грозят отключить газ и остановить работу лифтов. Бьют тревогу более 300 пайщиков жилищного кооператива «Прогресс», которые с 2014 года никак не могут получить документы на свои долгожданные квартиры. Что делать людям? Зима близко. В ситуации разбиралась Ульяна Шагина. Все. Отключили? 9 часов утра. Специалисты Якутскэнерго уже на месте. Сейчас они отключат свет до 6 вечера. Причем все по закону. Дом официально не введен, а уже с немаленьким долгом. И это продолжается уже 9-й день. Якутэнерго враг народа, что ли? Это что он так? Он самый богатый у нас по всей Якутии, везде, да? И почему он так с людьми так поступает? Но тут все по закону. Дом по документам пустой, он официально еще не сдан. Так что, по сути, обестачивают строительную площадку, а не место, где живут 300 семей. Объект в 2014 году начал строить жилищно-строительный кооператив «Прогресс». Сдать должны были еще в 2016-м, но ВОЗ и ныне там. При этом кооператив обвиняет во всех бедах самих же пайщиков. Проблемы возникли из-за того, что у нас по дом кооперативный, по пайщики. И они не своевременно деньги вносили на строительство этого дома. Долг висит и перед поставщиками услуг, в том числе и перед Якутскэнерго, порядка 2 миллионов рублей. Сами жильцы хором утверждают, плата по ежемесячным квиткам от них идет в полном объеме. И откуда появился долг, они не понимают. Общедомовой котел в доме зависит от электричества, так что объект остывает быстро. При этом нет даже возможности включить электрообогреватели. Люди в прямом смысле этого слова замерзают. Добросовестно все платим, за свет, за воду. Очень обидно, потому что я как человек с маленьким ребенком столкнулась с такой проблемой, что дома уже вот пока на улице как бы тепло, да, но все равно уже холодно у нас, потому что уже батареи. Как будет вот минус 10, 50, не знаем, как будет, потому что у нас периодически отключает свет. Непонятно и то, каким образом жильцы смогли получить ключи, по сути, на строительной площадке, ведь официального ввода дома не было. По этому поводу управление Госстройжилнадзора по региону уже выдало кооперативу 2 предписания. Нарушения есть и по другим аспектам. На сегодня ни один из них не устранен. Дымоудаление, вентиляция, это все не работает. То есть если тут случится пожар, то дым удаляться соответствующим образом не будет. Тут люди, которые живут, они задохнутся. Поэтому мы выдать заключение о соответствии объекта на сегодняшний день не можем. Кроме того, есть однокомнатные квартиры, где проведены незаконные перепланировки, и объект, то есть квартира, и, соответственно, весь объект не соответствует проектно-сметной документации.
Мы также по этому поводу давали свои предписания, которые на сегодняшний день не исполнены. Платеж по коммуналке жильцы вносят самому застройщику. Теперь у них появилась управляющая компания «Гарант Плюс», которая обязательства по оплате старается перетянуть на себя, при этом не владея информацией, кто кому и сколько должен. К слову, располагается управляющая компания в этом же проблемном доме, так что для того, чтобы посчитать, у них элементарно нет света. Сейчас у застройщика же не только задолженность перед Энергосбыт, есть водоканал, есть газ. Поэтому, соответственно, сегодня выходили на нас с Министерства ЖКХ, попросили, чтобы, не попросили, обратились, чтобы мы сделали отдельно выборку. Сколько должно сумма долга населения, Энергосбыт, водоканал и газ. Пока не сделали, потому что у нас света нету. Откуда все-таки появился долг, жильцы просят разобраться прокуратуру. Они уверены, что застройщик просто не доносит деньги до поставщиков. При этом с жильцами они не общаются и ничего им не объясняют. С нами же поделились, что выход из положения нашли, но пока не претворили в жизнь. Это наш офис выставлен на продажу, договор заключили. И как только вот эти деньги поступят, мы начнем эту работу сворачивать. Вы хотите офис продать и на эти деньги закончить работу? Да, и с поставщиками этой электроэнергии, газа рассчитаться и вводить дом. Долг большой перед поставщиками? Долг где-то 2 миллиона по Якутэнерго и где-то 1 миллион по газовикам. Решить, как вести свой объект, могут и сами пайщики дома, поменяв застройщика, но только в том случае, если арбитражный суд признает его банкротом. Процесс долгий, а зима уже не за горами. Жильцам не до бюрократии. Они просят вмешательства городских властей, потому что в доме не мерзнут, а замерзают дети. Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Якутск. В Нерингре в хищении дистоплива обвиняются участники организационной группы. В прокуратуре города по отношению к ним утверждено обвинительное заключение в хищении товарно-материальных ценностей. В ходе следствия установлено, что в период с ноября 2019 года по июнь 2020 год работниками одной из угледобывающих компаний Нерингринского района совершалось хищение дистоплива. При этом участие в хищении принимали водители и инженер по учету ГСМ путем внесения ложных сведений в путевые листы в заправке топлива. В последующем излишки топлива сливалось и реализовывалось местным жителям. Полученный таким образом преступный доход делился между участниками организованной группы. Действиями обвиняемых юридическому лицу причинен ущерб на общую сумму не менее 1,5 миллиона рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в инкриминируемом им преступлении не признали. Санкцией части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Малому бизнесу станет проще получить статус резидента арктической зоны благодаря утверждению перечня направлений деятельности, на которые не распространяется требование по инвестициям в недвижимость. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Как уточнили в пресс-службе Федерального кабинета министров, компании, обладающие статусом резидента, могут рассчитывать на множество преференций. Это, например, более низкие ставки по налогам и страховым взносам, льготы на аренду земельных участков, дешевые кредиты, а также процедуры свободной таможенной зоны. В России продолжается перепись населения. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, на сегодняшний день на территории Якутии в переписи приняли участие порядка 40% населения. Якутия таким образом остается в числе лидеров по количеству участников всероссийского опроса. Пройти процедуру учета можно как на дому, ответив на вопросы переписчика, так и в переписном стационарном участке. Помимо этого, перепись можно пройти самостоятельно на портале государственных услуг на 10 разных языках, в том числе на якутском и русском. Это совершенно несложно. В общем-то, это занимает, в зависимости, конечно, от количества человека в семье, но в среднем семья из 3 человек занимает не больше 10 минут перепись. Ничего сложного нет, но если возникают какие-то проблемы, можно обратиться и по телефону, которые указываются у нас на сайте и так далее. Все предельно просто, там подсказки, все, куда переходить, что где смотреть, везде можно все посмотреть, ничего сложного.
В России будут разработаны современные стандарты для туристической отрасли, соответствующие лучшим международным образцам. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В рамках мероприятий по совершенствованию управления отраслью предлагается подготовить не менее 30 документов, которые впоследствии станут частью национальной системы стандартизации. Правила будут составлены с учетом целей устойчивого развития и особенностей функционирования туристических заведений в период пандемии. К работе над ними, помимо профильных организаций, привлекут представителей отрасли и экспертов. В 2022 году, в год столетия со дня образования Якутской автономии, Министерство культуры Якутии планирует обменные гастроли театров республики. Так, Саха-академический театр и театр оперы и балета покажут свои репертуары в Мирном. Ну а Мирнинский театр в ответ обрадует своими выступлениями жителей столицы. Об этом сообщил министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов. По его словам, на днях руководители театров встретились и обсудили предложения Минкульта и пришли к единому мнению. Также имеется предварительное соглашение насчет того, кто возьмет на себя расходы на транспорт и проживание по каждой труппе. Но если мы туда посетим, то драматический театр может посетить и Ленский район, и Нюрнбергский параллельно. Но для балета и оперы это сложно. Балет и опера, если следующий год посетить из наших Нерингри и Мирный, будет очень хорошая такая задача, которую мы должны решить. Мы захватим и северные районы. Мы внесли такой проект в бюджет 2022 года правительства Республики Саха-Якутия. С утра я был на приеме председателя правительства, согласовал наши предложения для того, чтобы все-таки это сложная задача, но очень нужно нашим муниципальным районам было доступно, чтобы мы туда приехали. Таковы итоги дня. Сегодня оставайтесь на канале Якутия 24 и будьте всегда в курсе.